когда придет зима. 30 лет назад такие сугробы были уже. Аномально теплый ноябрь с плюсовыми температурами не сдается. Океан нагрелся очень сильно и отдает большое количество тепла. Когда будем радоваться снегу, узнала Сирина Васильева. Рекордсмены на колесах. Мы существенно превысили уже существующий километраж, это факт. В Татарстан приехала уникальная автоэкспедиция. Причем это не просто идиотический туризм, там поглазеть вау, а это познавательная вещь. Что в пути вызвало бурю эмоций, узнал Дмитрий Аренин. Так путешествуют шедевры. В Казань приехали Ренуар, Пикассо и Матисс. Вооруженная охрана сопровождает до Казанского Кремля. Какие работы привезли и где их увидеть, расскажет Лина Зинатуллина. Запах хлеба – первый признак качества. Если вкусно пахнет, то, наверное, и хлеб будет вкусный. Где и как проверяют качество и зерна, и хлеба, который попадает на столы татарстанцев? Я разламываю хлеб и смотрю мякиш. Сегодня день запаха свежего хлеба. Как появляется этот непередаваемый аромат и что о нем важно знать, расскажет Рамиль Шайдуллин. Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова. Татарстан все еще находится во власти атлантического циклона. Днем и ночью плюсовые температуры. Синоптики сообщают, зима к нам не спешит. Ее задержало аномальное тепло. Средняя температура в республике на 5-6 градусов выше климатической нормы. Вместо привычного ноябрьского снега идут дожди. Когда ждать настоящих морозов и снега, разбиралась Сирина Васильева. Продолжается бабье лето. Мы пользуемся моментом, радуемся. Спелые лозы, винограда, кочаны капусты и цветущие растения. Это пейзаж казанских дач в середине ноября. Их накрывать, утеплять нельзя, потому что влага, тепло, она будет преть. Газинур Фаттахов говорит, такой теплый ноябрь видит впервые. Если год назад в это время грядки были покрыты снегом, то в этом работа еще кипит. Виноград, кусты роз – все нужно укрыть на зиму. Нужна сухая погода. Когда мы росли лет 30 назад, когда каникулы были, 1 ноября, школьные каникулы, мы играли уже в хоккей. На пруду уже лед был. Ну, теперь уж погода меняется, климат меняется. Землю перекопали, огород перекопали буквально вот неделю, 10 дней назад. Но позднее свеклу убирали. 30 лет назад такие сугробы были уже, да. А сейчас фактически, я не знаю. Климат поменялся здорово. И с каждым годом все хуже. Вот, теплее становится. 19 ноября в народе отмечается День Павла Ледостава. Дата знаменовала начало сезона зимней рыбалки на Руси. Значит, в это время реки и озера уже сковывал лед. Но, как видим, ни снега, ни льда сейчас не наблюдается. Причина в аномальном потеплении, говорят эксперты. Воздух в Казани сегодня прогрелся до +4. Это на 5-6 градусов выше климатической нормы. Последний раз такие значения были в 2013 году. Потепление в республику принес атлантический циклон. В это время уже теплота из Атлантики каждые 100 километров должна уменьшаться на 0,3 градусов. Но на самом деле такого не происходит сейчас. И тепло доходит уже не только до западной части европейской территории России и даже до Поволжья. Это потому, что у нас мировой океан нагрелся очень сильно и отдает большое количество тепла. Аномальное тепло продержится до декабря, говорят синоптики. В этом году климатическая зима наступит вместе с календарной. Переход через 0 градусов в сторону отрицательных температур он будет, но это только в ночное время. В дневное время, в ближайшие дни все время положительные температуры. Например, завтра максимальная температура от 0 до 4 градусов тепла составит, а в четверг даже 1,5 градусов. Всю неделю татарстанцев ожидает облачная погода с мокрым снегом и дождем. Снежный покров ляжет только в декабре. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Госавтоинспекция нашла водителя, сбившего насмерть пешехода. Тело 84-летней женщины обнаружили на улице Мира в Дербышках. Трагедия произошла ближе к 11 дня. Водитель с места ДТП уехал и был объявлен в розыск. Предварительно женщина переходила дорогу по диагонали в неустановленном месте. КамАЗ стоял на светофоре, водитель не мог ее заметить и начал движение. Как сообщили в Госавтоинспекции, обстоятельства аварии сейчас выясняют. По предварительным данным, установленные автомобиль, двигаясь по улице Мира, с стороны улицы Хализова, в направлении улицы Дорожной,
совершил наезд на женщину 1940 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. В настоящее время проводятся разыскные мероприятия, все обстоятельства устанавливаются. Печь стала причиной смертельного пожара. Трагедия произошла в деревне Тангузино Заинского района. Ночью загорелся частный дом. Пожарные потушили огонь и при разборе завалов обнаружили тело 68-летнего мужчины. Как сообщили в Татарстанском управлении МЧС, к трагедии могло привести нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Специалисты предупреждают, нельзя их оставлять без присмотра и применять для розжига горючей жидкости. В Лаишевском районе местные жители обнаружили следы медведя. Судя по всему, хищник огромных размеров. Фото и видеокадрами очевидцы делятся в социальных сетях. Как утверждают, в местном лесу видели и самого медведя. Люди обеспокоены появлением опасного животного вблизи домов. В Госкомитете по биоресурсам утверждают, медведи в этом лесу не водятся. Возможно, следы были оставлены в ходе их миграции из Мариэл и Кировской области. Сейчас на территории республики обитают около 80 особей, в основном в северных районах Зеленодольском, Мамадышском, Сабинском и Рыбной Слободе. Один из старейших вузов страны, Казанский федеральный университет, на этой неделе отмечает большой юбилей – 220 лет. Указ об учреждении был подписан императором Александром I. Частью великой истории вуза стали ученые и политические деятели с мировым именем. Преподавателей и студентов поздравил Владимир Путин. В своем обращении глава государства подчеркнул особую гордость КФУ – талантливые выпускники, которые внесли огромный вклад в развитие страны. Как отметят знаменательную дату и о главных достижениях университета, репортаж Рамиля Галиуллина. Грамота подписана, кроме императора Александра I, министром народного просвещения Петром Заводовским. Этот зал переносит своих гостей на 220 лет назад. Об истории университета здесь напоминает все – интерьер, портреты и подлинные документы. В числе выдающихся выпускников Казанского университета не только ученые, но и деятели искусства и культуры. Конечно, все знают имя Льва Николаевича Толстого, чьи произведения переведены практически на все языки народов мира. Но мало кто обращает внимание, что в числе воспитанников Казанского университета был композитор Балакирев, актер и сценарист Говорухин. Сегодня в КФУ обучаются больше 52 тысяч студентов, работают свыше 4 тысяч педагогов. Мы имеем в своем составе 15 институтов, 1 факультет, фактически тоже институт. И у нас на сегодняшний день высшая школа есть экономики при нас. У нас в нашем составе 2 лицея. Мы, коллеги, наверное, один из крупных налогоплательщиков в городе Казани. Если говорить о нашем имуществе, у нас только в Казани 1 миллион квадратных метров площадей. Университет по-прежнему точка притяжения иностранных студентов. Их здесь 12 тысяч. Уже 2 года работают филиалы в Узбекистане и Египте. Сегодня, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, международная деятельность университета развивается. Более 52 соглашений было подписано только в этом году с различными организациями, университетами, научными институтами. Сегодня более 379 действующих соглашений о сотрудничестве с организациями, которые работают в 53 странах мира. Сейчас КФУ – это мощный кластер, который выполняет как образовательные, так и научные задачи. Здесь работают больше 300 лабораторий и исследовательских центров. Если брать точку отсчета создания федерального университета 2010-2011 год, то научная инфраструктура увеличилась во много раз. Если у нас вся приборная база, все сопутствующие помещения, стоимость в 2011 году составляла 116 миллионов рублей, то на сегодняшний день это более 5 миллиардов рублей. Это та научная база, та научная инфраструктура, на которой ученые Казанского университета, независимо от возраста, проводят свои исследования. За последние годы вуз продвинулся в различных науках, от нефтехимии до медицины. Со следующего года ученые впервые начнут производить фармацевтическую субстанцию – смеси для производства лекарств. В частности, для препаратов в области трансплантологии и лечения онкологии. Это уникальный проект, связанный прежде всего с чем? Фармсубстанция составляет 78% лекарственного препарата. Все остальное – это оболочка и какие-то добавки.
В перечень наиболее критически важных лекарственных препаратов, который утвержден правительством Российской Федерации, входит 215 таких средств. Торжества в честь юбилея пройдут с 21 по 23 ноября. В программе открытие бюста основателю университета императору Александру I, заседание Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа, концерты и вручение государственных наград. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня отмечается один из самых необычных, но одновременно теплых и уютных праздников – День запаха свежего хлеба. Кто из нас может устоять перед этим неповторимым ароматом? За этим стоит труд многих людей, аграриев, которые вырастили хлеб, лаборантов, которые отобрали лучшие зерна, и, конечно, пекари, которые его испекли. У каждых свои секреты. Вдохнул свежий аромат хлеба Рамиль Шайдуллин. Ну вот наш хлеб испекся. Он получился таким, каким мы хотели. Этот золотистый кирпичик – настоящий символ тепла и домашнего уюта. Свежеиспеченный хлеб. Его аромат для многих больше, чем просто запах. Это признак и хорошего качества, и превосходного вкуса. Ну, в первую очередь обращаем внимание, конечно же, на цвет, на запах также. Если вкусно пахнет, то, наверное, и хлеб будет вкусный. В этой пекарне таких буханок выпекают по несколько десятков в сутки. Первый замес теста уже в 2 часа ночи. Первый ароматный хлеб готов к 5 утра. По словам пекарей, этот ароматный букет появляется не просто так. За него отвечает целый спектр сложных процессов. Это и ферментация сахаров, и превращение белков, и углеводов, и много чего еще, что вкупе и дает тот самый непередаваемый запах, который мы чувствуем, проходя мимо любой пекарни. Секрет вкусного ароматного хлеба – это подбор правильных, хороших ингредиентов. То есть очень много зависит от муки, от качества ее. Качество и муки, и самого зерна регулярно проверяют в лаборатории Центра безопасности и качества продукции АПК. Каждое зернышко оценивают сразу по 19 пунктам соответствия ГОСТу. Один из важнейших – стекловидность. Чем она выше, тем хлеб вкуснее. В режиме реального времени уже мы можем видеть, какое зерно стекловидное, либо мучнистое. Другие важные показатели – клейковина и число падений. От этого зависит, тугим ли получится тесто и как оно поведет себя при выпекании. Пекут здесь же. Я разламываю хлеб и смотрю мякиш. Эти образцы проверяли на наличие в муке картофельной палочки, возбудителя болезни хлеба. Я вижу, что в разрезе хлеба пока болезнь картофельной палочки не проявляется. В этом году Центр провел полное обследование нового урожая пшеницы в Татарстане. В целом у нас очень благоприятная и хорошая ситуация. То есть мы полностью себя обеспечим и как и для муки, как для мукомольных хозяйств, так и для кормления, как и в животноводстве. А значит, весь выпекаемый из татарстанской муки хлеб имеет тот самый неповторимый аромат, особенно если пекари вкладывают в него душу и любовь. Рамиль Шайдуллин, Дальмин Дубаев, ТНВ, Казань. До 30 ноября действует выгодное предложение от системы быстрых платежей во всех магазинах «Магнит». Покупатели могут получить сразу 2 кэшбэка при оплате покупок на сумму от 500 рублей. Нужен лишь смартфон и несколько простых шагов. Инструкцию по выгодным покупкам сейчас расскажем. Повседневные покупки в продуктовых магазинах совершают почти все жители республики. И все больше татарстанцев отказываются от наличных, выбирая современные и удобные способы оплаты. Например, расплачиваются через СБП. Система быстрых платежей активно входит в повседневную жизнь россиян, особенно в категории продуктов питания. Именно поэтому уже 2-й год мы проводим совместную акцию с сетью магазинов «Магнит», а покупатели могут получать выгоду за покупки в любимых магазинах. В этот раз покупатели сети «Магнит» могут получить сразу 2 кэшбэка. 5% вернутся рублями на банковский счет, 3% бонусами на карту «Магнит Плюс». Чтобы сделать свои ежедневные покупки еще выгоднее, нужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру, также скачать и зарегистрироваться в приложении «Магнит. Акции и доставка». Перед оплатой на кассе сканируем карту «Магнит Плюс» из мобильного приложения «Магнит». 3% от суммы покупки начислятся бонусами на эту карту в течение 21 дня. Далее выбираем СБП как способ оплаты и наводим камеру на появившийся QR-код. Кэшбэк в 5% вернется на банковский счет буквально за 1 минуту. Я работаю в соседнем здании, и очень удобно ходить в этот магазин. Почти с собой не ношу кошелек, потому что все есть в телефоне. И сейчас еще и 2 кэшбэка сразу. Оплачивать покупки с выгодой можно в любых магазинах «Магнит». Предложение действует до 30 ноября включительно. Подробные условия получения 2 кэшбэков на сайте вампривет.ру.
Гоген, Пикассо, Мане и Матисс приехали в Татарстан. В центре Эрмитаж Казань уже на следующей неделе откроется выставка «Прекрасная эпоха». Здесь представят европейское искусство 19-20 веков из собрания Государственного Эрмитажа. Экспонаты привезли из Санкт-Петербурга в специальных контейнерах под вооруженной охраной. Сегодня распаковали в присутствии журналистов. Как путешествуют шедевры и самые ценные из них увидим в репортаже Лины Зинатуллиной. В залах Казанского Эрмитажа сегодня атмосфера переезда. Шум инструментов, повсюду контейнеры. Каждый вскрывают крайне осторожно и только в перчатках. Картина Поля Гогена у подножия горы – одна из 46 живописных полотен выставки. Это подлинники из собраний Эрмитажа. Под каждую выделено место, пока их ставят вдоль стен. Коллекция западноевропейского отдела – одна из самых дорогих по страховой оценке, поэтому до Казанского Кремля шедевры ехали с вооруженной охраной. В спецфургоне поддерживаются особые климатические условия. Это примерно 50-55% влажности, это 18-20 градусов по температуре. То есть наша задача отследить, чтобы все предметы, которые выходят из Государственного Эрмитажа, в этих же климатических условиях находились при транспортировке, и в этих климатических условиях они будут находиться в наших залах Центра Эрмитаж Казань. Ящики двойные. Внутри есть и теплоизоляционная пленка, которая помогает сохранять микроклимат внутри. Сама картина под стеклом. Его проклеили специальным скотчем. Если оно разобьется, то осколки не попадут на полотно. Одна из жемчужин выставки в саду Клода Мане. Отдыху на свежем воздухе посвящен целый зал. Их 6, и каждый раскрывает одну из тем, будь то «Ночная жизнь» или «Ар-Нуво». Пикассо и Матисс, Сезанн и Руссо, Ренуар и Дега, казанцы во всех красках увидят прекрасную эпоху. Беззаботные годы до Первой мировой войны. Я думаю, что многие посетители нашей выставки, зайдя в залы, многие работы будут узнавать. Безусловно, это те художники, которые, так можно сказать, занимали первую линию и занимают до сих пор в европейском искусстве, в мировом искусстве. Ну и, конечно, можно увидеть будет на выставке очень редкие вещи и художников не столь знаменитых, но которые тоже играли большую роль тогда в художественной жизни Франции, Европы. Живопись, графика, прикладное искусство. На выставке почти 300 предметов. Она будет работать с 29 ноября до 14 сентября следующего года. Лина Зинатуллина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В Татарстан приехали участники автоэкспедиции «100 тысяч километров возможностей». Это уникальный проект. Авторы хотят установить мировой рекорд по продолжительности путешествия, также показать, как развиваются регионы России, рассказать о людях, которые меняют мир к лучшему. Пробег стартовал в апреле. В Москве у ВДНХ и стал возможным благодаря национальным проектам России и поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». У стен Казанского Кремля участников встретил Дмитрий Аринин. Я сам 2 года был пилотом команды КамАЗ-Мастер, поэтому вообще для меня Татарстан это вообще родное место. Челны для меня как дом родной, то летал как домой. 2 недели я жил в Челнах, 2 недели дома в Москве. Автопутешественник Андрей Леонтьев в восторге от того, как развивается наша республика. Она вся прекрасна. Вот, например, Казань – это вообще то место, где я считаю, что нужно отдельно приезжать днем и отдельно приезжать вечером, потому что это 2 абсолютно разных города. Это такой деловой днем, очень такой немножко суетный, такой по-московски город с пробками, значит, все. И вдруг бац, вечер, у тебя просто другой город. Автоэкспедиция уже посетила духовный центр республики Древний Болгар. От увиденных здесь изменений тоже буря эмоций. Напомним, возрождением города занимался республиканский фонд во главе с Ментимером Шаймиевым. Там действительно из в общем, так сказать, руин, просто из 3 камней и богатой истории, которая за этими 3 камнями стоит, сделали прекрасный туристический объект, причем это не просто идиотический туризм, поглазеть вау, а это познавательная вещь. То есть через это мы познаем огромный пласт истории развития нашей страны в целом. Во время экспедиции участники выпускают видеодневник, показывают людей, которые помогают менять жизнь к лучшему. В Казани героем стала сооснователь проекта «Верни в грунт» Лиида Влетбаева. Экоактивист с соратниками собирает и перерабатывает органические отходы. Такие контейнеры-компостеры установлены в парке Урицкого. Мы, получается, помогаем людям, которые в своем экологическом мышлении дошли до понимания, что органика тоже должна попадать отдельно, не смешиваться с общими фракциями ТКО. Экспедиция уже охватила более 90 тысяч километров. Страну объехали, что называется, вдоль и поперек. Впереди Закамье республики, промышленный центр Татарстана с культурным наследием Елабуги. Часть группы перед финальным этапом пути остановилась на техосмотр в Уфе. Мы не можем говорить об установлении нового рекорда, пока
книга нас не подтвердит. Но то, что мы существенно превысили уже существующий километраж, это факт. Автопутешественники не только покажут, что сделано, но и что еще необходимо. Автоэкспедицию планируют завершить 4 декабря в Санкт-Петербурге. По итогу должны появиться 25 документальных фильмов о России. Также в своем путешествии представит доклад в Государственной Думе. Дмитрий Аринин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Снега и морозов нет, а новогоднее настроение уже создают на ТНВ. На нашем канале начались съемки «Голубого огонька». В этом году праздничная программа будет особенной. Прозвучат классические композиции и современные хиты. Изюминкой станет звездная пара в образе Деда Мороза и Снегурочки. Кому достались главные роли и почему телестудия ТНВ перевернулась с ног на голову. Вся палитра в репортаже Сирины Васильевой. Несмотря на осеннюю погоду за окном, на ТНВ уже царит новогодняя атмосфера. С порога всех встречает праздничная музыка, украшенная разноцветными игрушками ель и огромное количество камер. Это значит лишь одно. В нашей телекомпании начались съемки «Голубого огонька». В эту новогоднюю ночь ТНВ удивит зрителей совершенно новым шоу. По сценарию Дед Мороз и Снегурочка знакомятся с диджеем, который обучит их читать рэп, битбоксить и говорить на молодежном сленге. Сказочных героев играют народные и заслуженные артисты республики – Жавид Шакиров и Ильсия Бадретдинова. Последний раз Снегурочка была в садике 40 лет тому назад. Очень смешной сценарий. Жавид Шакиров в роли Деда Мороза. Сейчас повторяли просто по сценарию. Смеялись так, что нас режиссеры просто успокаивали. Все будет круто. Большая студия ТНВ превратилась в резиденцию Деда Мороза. На стенах огромные медиаэкраны с зимними пейзажами. С потолка свисают елки, повсюду конфетти и горы подарков. Настроение зрителей на «Голубом огоньке» впервые поднимут иллюзионисты и стендаперы. Мы понимаем, что мы будем конкурировать с федеральными каналами, что мы будем бороться за внимание зрителей в эту ночь, поэтому мы хотели сделать и классное содержание, и прекрасную визуализацию. Мы позвали народных артистов, любимых артистов татарского зрителя, но в то же время мы позвали новые, талантливые лица и искали своего рода такой интересный симбиоз. Алкышлар, алкышлар! Сказку создает большая творческая команда нашего канала. 4-часовую праздничную программу снимали 3 дня. Зухра Шарифуллина, Габдельфат Сафин, Гульназа Саева, Гузель Уразова, Салават Фатхуддинов. Прозвучат хиты 50 артистов татарской эстрады. Для телезрителей я подготовил 2 песни, одна из них премьерная. Хотелось бы, чтобы вторая песня «Мин Яратам Сине Татарстан» звучала именно под бой курантов. Думаю, это будет символично. События года, так скажем, да. Мы на одной площадке показываем все свои лучшие песни, лучшие хиты, которые уже успели полюбить любимые наши зрители. И зрители ТНВ дух свой патриотически поднять, да, поэтому мы в этом году выступаем с песней «Алгат Тарбас». Только вперед и только вместе. Эльмира Калимуллина для «Огонька» обновила не только репертуар, но и образ. Песню «Такси» о вере в чудо исполнит в венецианском платье. Это такая ностальгическая песня о чувствах, о любви, конечно же, и о надежде. Сегодня она звучала впервые для «Голубого огонька», и она еще и взяла премию Болгар Радиоса. Полную версию праздничного телешоу увидим 31 декабря в новогоднюю ночь. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бадрудиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмысыз, в студии Динар Бадрудинов. В предстоящие сутки наш регион будет располагаться под влиянием атмосферного фронта северного циклона. Подробности после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Daniel Master по вашим размерам. Только в ноябре при заказе кухонного гарнитура «Мойка», при заказе шкафа «Брючница» в подарок. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Балтасе и Кукмаре облачно, местами пройдет мокрый снег. Температура днем от +1 до +2, ночью от 0 до +1 градуса. В Буинске, Дрожжаном и Апастово переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем +2-3, ночью от 0 до 1 градуса тепла. В Чистополе, Аксубаево и Нурлате облачно с прояснениями, местами дождь со снегом. Температура днем +2, ночью около 0 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Актаныше пасмурно, осадки в виде мокрого снега. Температура днем +1-2, ночью от -1 до +1 градуса. В Альметьевске, Лениногорске и Бугульме облачно, мокрый снег. Температура днем 1-2 градуса тепла, ночью от 0 до 1 градуса мороза. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В туристических городах республики похожая картина. В Свияжске температура днем +2, ночью +1 градус, переменная облачность, без осадков. В Болгаре днем 2 градуса тепла, ночью около 0 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. В Елабуге температура +2 градуса днем, будет пасмурно, осадки в виде мокрого снега, ночью около 0 градусов. Продажа квартир в жилом комплексе «Новые горки» в строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой White Box в окружении Горкинско-Метьевского парка и шаговой доступности метро «Горки». Узнай подробности по телефону 2677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые горки». 2677 677. Сохранить тепло вашего сердца и укрепить здоровье в эти холодные дни поможет Санчи. Благодаря богатому полезными веществами составу Санчи дает энергию, нормализует сон, помогает бороться с сезонными инфекциями, способствует устранению хронической усталости и головной боли. Санчи продается только в аптеках Фармлет. Хорошая новость! Только 20 ноября в аптеках Фармлет на Санчи 20% скидка. Телефон 8 92 72 36 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани будет облачно и без осадков. Температура днем +3, ночью 2 градуса выше нуля. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер около 3,5 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Это все о погоде. Всего вам доброго. Энергос, умный, что был.